С правой стороны от меня ваше село Орта-Арык. Рядом высоковольтная линия. Она тут одна. Вы заблудиться не можете. Вы видите нашу оперативную съемку в горах Тяньшань. Сейчас мы говорим с Сергеем Черненьким, который 17 лет числится в России в розыске. Этой ночью он должен совершить побег от человека, на которого работал все эти годы. Этот сюжет в российской программе «Жди меня» показали в минувшую пятницу. МВД Кыргызстана сразу бросилось проверять, насколько правдива информация о том, что в Таласской деревне 16 лет держат в рабстве гражданина России. Вот оно, то самое место. Вот высоковольтная линия, вот справа от меня действительно село Орта-Арык. Только происходит все это не в Таласской области, как утверждают корреспонденты программы «Жди меня», а в Чуйской, недалеко от Бишкека, всего в 80 километрах. И это не единственное, о чем соврали журналисты Первого канала в сюжете. Перепутать две области даже иностранцу в Кыргызстане было бы сложно. Таласская область находится за большим перевалом Тоашу. Добираться туда российским журналистам пришлось бы около 5 часов. В глухой деревне, где якобы даже волки водятся, россияне выставили ближайший к столице Панфиловский район. На эти чебанские точки приезжают редко и в основном за мясом. Село Орта-Арык, однако, оказалось довольно большим и оживленным. Вся деревня до сих пор обсуждает популярную российскую передачу и удивляется, что ни у кого из соседей журналисты интервью не взяли. Он мог зайти к любому из соседей, общался со всеми. Мы все знаем. Они его кормили, давали деньги. Если бы он хотел, ушел бы. Кто его держал? Он просто не знал, куда идти. Было бы куда, пошел. Господи, боже мой! Я уже прям вас похоронила. Было уже 3:30 утра. Вы знаете, наверное, никогда еще не была я так счастлива. Впрочем, чудесная история спасения в самом Орта-Арыке никого не впечатлила. Все, кто знали Сергея, рассказывают совсем другую историю. Я его называл пан Сергей. Ходил нормально. А ночью, когда мы увидели его по ТВ, ведущая Захарова сама подписала его в телефоне как Сергей Раб. Она первая назвала его рабом. Мы его никогда так не называли. Он был грамотным человеком, слушал радио, смотрел ТВ и даже сам нам некоторые новости рассказывал про политику, про то, что в Сирии происходит. Вот они сняли. Зайдите чай попить, и нету. Потом успокоилась она. Видит, что нормально тут отвечаем. Мы его забираем домой. Да, пожалуйста, Он ради уезжает Бога. в Краснокаменск, в Россию. Ради Бога. Этот вопрос Саурбека Мамбеталиева, мягко говоря, удивил, потому что на момент съемок передачи «Жди меня» корреспондент ни разу не предъявила претензии, мол, Саурбек держит Сергея в рабстве, и не сказала ни слова о том, в каком контексте этот материал будет подан телезрителю. Вот этот фрагмент. У вас где-то лет 15 или 16 живет человек, которого зовут Сергей. Да. Его через нашу передачу разыскивают дочери, бывшая супруга. Вот все они сейчас видят нас. Ну? Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что в 16 лет не смогли вы связать его с родными? Именно поэтому еще удивительнее для Саурбека и Атыркуль сюжет, который они потом увидели на экране. Прям рискнули. Сейчас волков нету. Пускай не врет. Ой, Анта, если волки здесь были бы, вообще из дома никто не выходил. Дети на улице играют до ночи. До 12. Вот прям актриса, точно. Фильм снимаете, точно вот так сняли. Точно, почему сразу же сказали, соседи даже, фильм как сняли, точно как фильм сняли, видишь? Они заранее подготовили, и потом Сергей вроде бы откуда вышел, она встретила. К слову, телеграммы и письма Саурбек, по его словам, отправлял в Краснокаменск не один раз. Говорят, однажды даже один из соседей, работающих в Чите, нашел супругу Сергея. Однако женщина от мужа отказалась. Мы не ждем его, давно он помер, для нас он давно помер. Его жена сказала, он для нас давно помер. Правда, младшая дочь вызвалась поехать вместе с нашим соседом в Кыргызстан, посмотреть на отца. Но утром, когда он приехал за ней, ее мать не разрешила дочери уезжать. Саурбек показывает комнатушку, где жил Сергей. В хозяйстве он занимался скотиной. За работу денег ему платили немного, зато поили, кормили и одевали, говорит фермер. Теперь вместо него за баранами и коровами присматривает другой рабочий. Огород со всех сторон открыт. На место, где в нечеловеческих условиях держат рабов, дом совсем не похож. Да и пасти скотину Сергей уходил в горы. Прямо он ни на шаг не уходил. Он гулял где хочет. Когда он только появился у нас, он действительно был алкашом. Выглядел ужасно. Я стирала его одежду. Он сам никогда не стирал. Заставляла его мыться, чтобы он чистым был, потому что стыдно перед людьми.
По словам Атыркуль, пришел к ним домой Сергей 16 лет назад. Приехав из России и продав отцовский дом, мужчина все деньги пропил, а паспорт потерял. Теперь, судя по кадрам передачи «Жди меня», документы ему вручил лично посол России в Кыргызстане Андрей Кручко. Очень похожую историю спасения год назад показали сразу несколько федеральных российских каналов. Тогда сотрудники посольства якобы спасли от продажи на органы детей гражданки России. Малышам тогда тоже сделали в посольстве паспорта и вывезли в российский детский дом. Однако позже местные журналисты выяснили, что и эта история также оказалась выдуманной российскими журналистами. Дюбек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Чуйская область, Панфиловский район, село Урта.